Испытано на себе. Почти каждый человек на планете любит слушать музыку. Многие любят петь, у некоторых это даже хорошо получается, не только петь, но и играть на музыкальных инструментах. Ну, а мы с вами знаем, для того, чтобы виртуозно владеть музыкальным инструментом, конечно же, нужно изучать музыкальную грамоту и много практиковаться. Сегодня мы будем учиться подбирать музыкальный аккомпанемент под песню, и в этом нам поможет основатель школы MR Music Матвей. Матвей, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вы являетесь не только основателем, еще и преподаете вокал и гитару. Все верно. А вот у меня такой вопрос. Можно ли за одно занятие научиться вот каким-то упрощенным способом играть аккомпанемент вот под какую-то определенную песню? Да, это вполне реалистично. Ну что ж, вы меня очень заинтриговали, я вот предлагаю начать. Хорошо. Испытано на себе. Поскольку нам предстоит не только играть, но и петь под аккомпанемент, вначале мы распоемся. Проходите, Татьяна. Да, я готова. Замечательно. Итак, поехали. Сперва мы немножко помычим. Поехали. Так, давайте еще раз. Можно погромче это сделать. Поехали. Хорошо, далее. Дальше. Ага. Еще одно. А теперь пойдем вниз и теперь сделаем так. Okay. Начинаем как бы все равно с буквы М. Да, начинаем с закрытого звука, потом открываем постепенно, Хорошо. медленно, да, и далее так плавно поднимаемся и опускаемся. Поехали. Ниже. Далее. И попробуем ниже. Ага, хорошо. Этого достаточно или еще можно? Наверное, достаточно, я даже не да, знаю. Да, пожалуй, я думаю. Этого формата, достаточно, да? достаточно. Хорошо. У меня к вам такой вопрос, точнее ряд вопросов, да, как к преподавателю по вокалу. А вот смотрите, бывают люди, которые, ну, совершенно не умеют петь, да, то есть очень хотят, но совершенно не умеют, то есть буквально не попадают ни в одну ноту. Подскажите, вот вообще важен ли вот этот природный какой-то талант, да, изначально для того, чтобы заниматься, или людям, которые совершенно не умеют, но тоже очень хотят научиться, приходить на занятия и как бы вот, собственно, учиться, будет ли в этом какой-то толк? Изначально каждого человека можно научить петь так, чтобы это звучало, ну, как минимум, приятно, слушабельно. Вот. Каждый человек приходит с определенным уровнем способностей изначальных, природных данных, и в дальнейшем мы это развиваем. Но в случае с каждым это происходит там, от разных точек. Кто-то уже заранее способен попадать в ноты, как минимум, и, соответственно, с таким человеком мы сразу же работаем над техникой, чтобы голос зазвучал как-то увереннее, ярче, для того, чтобы ему было проще себя именно во время пения выразить. Если у человека есть проблема с попаданием в ноты, то мы, естественно, разбираемся изначально с этим, поскольку слух — это фундаментальное качество для любого музыканта и для вокалиста в частности, ну и интонирование конкретно для вокалиста. Вот. И, соответственно, вначале мы работаем над этим, а потом уже переходим к тому,
с чего начинаем с людьми, которые слух имеют. Мгм. То есть в любом случае нужно попробовать, потому что все максимально индивидуально. Да, конечно, Мгм. именно так. Все-таки тогда вопрос следующий. Больше поддаются вот какой-то корректировке дети или взрослые? Потому что все-таки наш голос — это в первую очередь связки. Мгм. И они, наверное, податливость свою как-то меняют с возрастом или нет? На самом деле, чем моложе человек, тем проще ему чему-либо учиться. Просто в целом так устроен человеческий мозг, что ему проще впитывать информацию, когда он еще свеж, ничем, так скажем, не зажат, никакими там социальными рамками, так это назовем, да, и, соответственно, в детском возрасте учиться вообще чему-либо, и музыке в частности, и вокалу, проще гораздо. Но это не означает, что во взрослом возрасте нельзя научиться петь или играть на инструменте. Как правило, приходят взрослые люди, и у многих успешно это получается. Главное упорство, дисциплина определенная в занятиях не только в классе, но и самостоятельных. И тогда результат недолго заставит себя ждать. Ну, все-таки вот завершая вопросы про вокал, исходя вот из ваших, да, как бы ответов, я пришла к выводу, что пение вообще в целом, да, это не что-то вот умею или не умею, это больше стиль жизни. То есть если Да, ты поешь, ты на да. протяжении всей жизни учишься и совершенствуешься, да? Да, совершенно верно. Понятно. Испытано на себе. Дорогие друзья, сейчас мы приступаем к разучиванию аккомпанемента по упрощенной технике, да, под вот песню, которую мы выбрали, «Звезда по имени Солнце». Да, Я, совершенно верно. правда, текст, честно говоря, не особо помню, где-то там в памяти отложилось, но вот сейчас освежим, да? Мгм. Да. Да. В первую очередь, когда мы начинаем разбирать какую-то новую для себя песню, нам важно выбрать удобную для голоса тональность. Мы это уже сделали за кадром. В нашем случае это будет тональность фа минор. Ну вот интересный момент, да, вы говорите, что давайте тоже для зрителей как бы Да-да. проясним, что как подобрать тональность. Тональность подбирается следующим образом. Вы изначально пробуете играть оригинальные аккорды, то есть которые есть в оригинальной версии песни, которую вы слышали, и оцениваете то, насколько конкретно эта тональность вам подходит. Если она вам не подходит, кажется сильно низкой или сильно высокой, наоборот, то вы пробуете либо ее сбавлять, либо ее повышать. Как правило, на всевозможных ресурсах, сайтах, где есть база аккордов для гитары, ну и для конкретной песни, можно поменять тональность, сделать -1, -2 или +1, +2 и так далее. И в каждой из этих тональностей пробуйте играть, во-первых, чтобы вам было удобно, поскольку аккорды тоже бывают неудобные для игры или для того, чтобы одновременно под них спеть. Вот. И также, чтобы это было удобно для голоса. Вот, таким образом. Так, что у нас дальше после того, как мы вот определились с тональностью, да, уже выставили каподастер, это Да, называется, да. А что у нас идет дальше? Что идет дальше? Дальше мы по порядку разбираем аккорды. Если мы ставим каподастер, то считаем лады, начиная со следующего после каподастера. Если обычно вот здесь находится первый лад, здесь второй, здесь третий и так далее, то сейчас, по сути, третий лад становится первым, и от него мы уже, собственно говоря, отталкиваемся. В нашей тональности первый аккорд ЕМ, и играется он следующим образом. Средний палец мы ставим на второй лад пятой струны, и под него ставим безымянный палец также на второй лад, но уже четвертой струны. И пробуем его играть таким вот образом. Попробуйте.
Это вот первый аккорд. Да, это первый аккорд. Подскажите, вот это правда, что в любом случае, как ни крути, какой бы сложной ни была песня, все равно существует вот 3 или 4, кажется, да, аккорда, которые так или иначе все равно как бы это вот основа, и которую играя можно спеть практически любую песню. Да. Ну, учитывая, если там, да, минорный или мажорный склад, да, вот разница в этом. Это правда? Да, это правда. Чтобы сделать хит, что называется, много не нужно. Нужна какая-то простая, доступная, понятная гармония. Под нее уже дальше подбирается аранжировка, ну и, собственно говоря, вокальная мелодия и текст. И по этой причине во многих песнях гармония, собственно говоря, это сочетание аккордов совпадает. Вот, собственно. Так получается, в этом и есть секрет упрощенной техники? По сути, да. Да? Ну, как я быстро разгадала. Так, ну что у нас было? Давайте я сяду поудобнее. Да-да. Так, я абсолютный новичок. Играть на гитаре я совершенно не умею, поэтому мне будет очень сложно. Так, это где-то было здесь. Нет, не совсем. А пятая струна, смотрите, Пятая струна сверху. Струны считаются снизу. Вот первая струна, вторая, третья, четвертая и так далее. Вот пятая струна у нас была вот здесь. Да, Так. здесь у нас находится средний палец. Средний палец, ага. Подождите, лад немножечко Вот этот? другой. Да, вот он, здесь находится средний палец. Так. И безымянный палец мы ставим на второй лад уже четвертой струны. То есть Вот сюда? под средний. Не, безымянный палец. Безымянный палец. Вот сюда? Не. Вот сюда. На, получается, второй лад, мы считаем от каподастра, это второй Туда лад. же, то есть? Да, А, туда всё. же, вот. Ага, хорошо. Теперь попробуйте воспроизвести. Играю полностью по всем струнам? Да, в случае с этим аккордом полностью по всем. И какая там фраза? Белый снег, получается. Ну, Белый снег, Да, синий лед. он Тот же серый, ну аккорд? да ладно. Не он, да? Да. На самом деле все это время там держится один аккорд в течение двух фраз. Ну Вот. тогда вот. Белый снег, синий лед. Дальше? Хорошо. Хорошо. Теперь следующий аккорд я вам покажу. Значит, он чуть сложнее технически, поскольку в нем мы задействуем, ну, сыграем попроще. Обычно я играю вот так. То есть все 4 пальца мы можем задействовать только 3. Вот, получается, на третий лад шестой струны мы ставим средний палец, на второй лад пятой струны указательный и на третий лад первой струны ставим безымянный палец, ну или мизинец, там, как Этот удобно. аккорд более такой развернутый уже, да? Да, вот. И также все 6 струн в нем задействуем. Так. Ага, попробуйте. Вот здесь, да? Да, Вот здесь? нет, на третьем ладу. Нет, подождите, у вас Пятая указательный струна. палец немножко не там, вот на лад дальше. Вот здесь. Да, вот здесь. Пятая струна второго лада. Да. Безымянный. Да, безымянный мы ставим на третий лад первой струны. Третий лад, первая струна сюда. Первая струна, нет, первая струна у нас снизу? находится, да, самая тонкая. Ну и на третий лад шестой струны мы ставим средний палец. Вот так? Вот, да. Как сложно. Так. Окей, попробуйте. Что там было? На растрескавшейся земле. На растрескавшейся земле. Да, хорошо. Давайте попробуем соединить. Давайте попробуем Так, соединить. вот надо запомнить. Ага, вот первый аккорд ЕМ был достаточно Вот простым. так он. А первый был такой. Нет, он Вот такой. На втором ладу. Вот здесь. На- Второй на- лад была пятая струна Вот, да. и четвертая. Да, совершенно верно. Да, вот Всё, так. Пробуем. Белый снег, синий лед, нара. Так, вот средний палец Вот. сюда нужно было поставить. сюда? На шестую струну средний палец. На шестую самую толстую средний палец. Да. Я уже все забыла. Такое бывает вначале. Так, Это третий нормально. лад, Да. шестая струна. Мгм. Ну, я помню, что это вот рядом было. Вот здесь, да? Нет, второй лад, получается, указательным пальцем на пятой струне, да, совершенно верно. Так. Да. И вот так. Это очень неудобно. Это
Это Может пока. может быть, я неправильно держу пальцы? В принципе, ну да, средний палец, вообще, чтобы все струны прозвучали гарантированно, нужно вот эти фаланги пальцев так вот загнуть, чтобы они не задевали соседние струны, и чтобы аккорд полностью прозвучал. Очень устает рука и Да, сводит, первое время так происходит. сводит пальцы, поэтому Да, да. запоминать в таком Мгм. ощущении, да, боли очень сложно. Да, да. Сюда и еще раз. Да, Да, и совершенно сюда. верно. И сюда, да, совершенно верно. Так, сюда, наверное, Да, зрителям-то да. непонятно. Вот Окей. получается третий лад шестая струна, Да. второй лад пятая струна Да. и третий лад первая струна. Да, да. Вот эти струны мы зажимаем, да? Ой, какая-то грязь. Мгм. Да. Скорее дело вот как раз в среднем пальце, который, да, вот так он В должен том, встать, что я не зажимаю загнуться. соседние, да? Да, да. Ну, задевайте, вернее, и тем самым глушите их. Так, вот у вас первая сейчас не прозвучала. Мгм. Давайте еще раз попробуем. Да, можете передохнуть. Белый снег, синий лед на растрескавшейся земле. Хорошо. Получилось, да? Я вас поздравляю, у вас получились первые два Спасибо. аккорда. Замечательно. Так, следующий. Хорошо. Следующий аккорд, он довольно-таки популярный, АМ. С него часто начинается обучение игре на гитаре. Но я предпочитаю с ЕМ, потому что он попроще, всего две струны зажимаем, а тут три, получается, таким образом. Получается, средний палец у нас встает на второй лад четвертой струны, безымянный на второй лад третьей струны, указательный на первый лад второй струны. Вот. И здесь мы уже шестую струну не задействуем, то есть только с пятой его играем. Таким вот образом. Мгм. Да. Да, вот четвертая, хорошо. Значит, безымянный на третью струну также встает на тот же лад. Безымянный палец на третью струну, на второй, да, вот, все правильно. И указательный на первый лад второй струны. Струны снизу считаются? Нет, нет, вот. Как это? Первый, вот так. Нет, на вторую струну, которая повыше находится Вот. чуть. Нет. Вот, вот, да, да, вот, все, хорошо. И пробуем с пятой сыграть. Ух ты, получается, ты зажала сразу одним пальцем две струны, и получился мажорный аккорд вместо минорного. Вот, да, да. Вот как интересно. Мгм. Немножечко что-то не то, да? Ну, в случае с этим Зажимаешь, аккордом, да, и так. все уже совершенно другая песня. Мгм. Да, да. Так, третья струна Мгм. Да. и четвертая, Четвертая, да. и вторая Вторая. первого Первый лада. лад. Да, все совершенно Вот верно. так. Мгм. Ага. Ну да, аппликатура сама, но именно пальцы, то, что вот они так загибаются у тебя, это, собственно, способствует тому, что струны глушатся соседние. Вот, поэтому нужно пальцы так вот согнуть. Вот эти. Да, 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 да. Вот, сейчас было правильно. Вот, вот и вот. Хорошо. Сейчас прозвучит, скорее всего. Так. Чуть-чуть помедленнее пройдемся по струнам и послушаем, какая не звучит вторая струна. Скорее всего, из-за того, что безымянный палец на ней. Вот, да, можно попробовать так вот перестроить чуть средний и безымянный палец. Вот сейчас немножко приоткрылась. Вот, хотя бы нотку чуть-чуть слышно уже, это неплохо. Ага. Так, нет, указательный не там. На этой струне должен быть безымянный. На третьей струне безымянный. На третьей струне. Вот. Ужас просто. Давай закрепим два аккорда, которые были. Да, хорошо. Белый снег, синий лед, на раз... Так же, Да, да. да? На растреск... Ой. Да, да, вот средний палец задевает среднюю струну, да? Мгм. Трескавшейся земле.
так. И указательный на вторую струну. На вторую, да, все верно. Одеяло, Ой. Ой, на ней. Так, не прозвучала только первая струна, потому что вы ее задели, скорее всего. Раскрывшейся земле. Что-то вот происходит у меня пока не то из-за отсутствия естественного опыта, да, то, что я не умела. Да, это Давайте мы нормально. с вами немного поговорим. У меня очень много вопросов, Мгм. которые мне хочется вам задать. А вот в целом музыкальная грамота, что это такое? Чему учатся, ну если вот так общее, да, посмотреть, чему учатся люди, ходя вот музыкальную школу посещают, которая там, или какие-то, может быть, профессиональные учебные заведения, где готовят музыкантов. Ну, собственно говоря, там изначально изучаются определенные теоретические основы, сольфеджио, гармония, и дисциплины, которые помогают ознакомиться с нотами, в целом с музыкальной теорией. Ну и далее идет, ну, вернее, параллельно с этим идет изучение какой-то определенной программы для каждого класса. Да, естественно, по пути усложнения материала все идет для того, чтобы ученик действительно развивался и получил хорошие, ну, сперва на уровне музыкальной школы, затем на уровне учебного заведения, навыки музыкальные, теоретические и владение инструментом. Вот. Но есть такая небольшая оговорка, что в академическом музыкальном образовании люди учатся, как правило, ну, дети, потом студенты учатся по определенной программе, собственно, да, и у них нарабатывается в первую очередь техника исполнения, какое-то умение читать с листа, но часто они сталкиваются с такой проблемой, что песни, которые проще, играть сложно не потому, что они не могут, да, а потому что есть определенный недостаток навыка подбора аккордов, например, да, аккордовой, так скажем, игры. Просто перед ними важно, чтобы был определенный нотный текст, и они, собственно говоря, по нему играют. То есть, если самостоятельно, то это, как правило, требуется время, чтобы в этом освоиться. Вот. Но также вот существуют же еще люди, которые, скажем так, вот наделены природным каким-то талантом, которые на слух просто сами все подбирают без какого-либо там нотного текста. И если к вам приходят такие люди, приходят ли? И зачем они приходят? Наверное, чтобы как-то что? Ну, в основном приходят люди, которые уже могут петь с самого начала достаточно хорошо, без опыта обучения вокалу, какому-то профессиональному, да. Вот. Обычно с игрой на инструменте такого не происходит. Люди, как правило, приходят либо с нуля, либо там с минимальными какими-то знаниями, навыками. Но есть те, которые очень быстро схватывают, у которых довольно быстро идет обучение. И изучив какие-то простые аккорды, которые мы с вами изучаем сейчас, они уже готовы сыграть с барре, сыграть, допустим, квинт аккордами, пауэр аккордами, сложные слова, да? Вот. И также как-то импровизировать на инструменте, вот, то есть дальше пойти. А те люди, которые приходят к вам на вокал, вот советуете вы им дополнительно заниматься еще гитарой, как бы, ну, чтобы развивать музыкальный слух, или как-то вот либо вокал, либо гитара обычно люди распределяются? Ну, если человек приходит с нуля, ну, или с небольшим опытом, то я рекомендую все-таки сосредоточиться на каком-то одном направлении в начале, в нем сперва почувствовать себя более-менее как рыба в воде, так это назовем, ну и далее к нему уже подключить там инструмент, ну или там, ну, можно там по-разному к вокалу инструмент или к инструменту там, подключить вокал, да, вот, таким образом. Испытано на себе. Так, закрепляем. Да, вот это было. хорошо. Вот это Нет, было. да, вот это было первый аккорд. Белый снег, Да, еще раз. белый снег, синий лед на растресканном
прижавшийся земле. Да, хорошо. Одеялом. Как там было? Да, там тут по-другому немножко. Средний палец на... Средний сюда. Нет, на четвертую струну. Одеялом, да-да-да, на ней. Мгм. Хорошо. И четвертый уже не помните, да? Нет. Хорошо. Значит, средний на первую струну, второй лад. Средний. Средний палец. Первая струна, второй. Первая струна, второй лад. Нет, это вторая еще. Первая это самая такая нижняя, да? Вот, затем безымянный на третий лад, вторую струну. Мгм. Хорошо. И указательный на второй лад, третью струну. Вот, так. Как больно. Попробуй чуть дальше. Так вот, продвинуть пальцы ближе к ладовым порожкам. Допустим, если лад третий, то к третьему ладовому порожку. Сюда? Чтобы, да, ну не впритык, а рядом с ним, Вот чтобы так? был палец, чтобы вот проще зажималась струна. Только безымянный палец на вторую струну все-таки. Вторую струну какого лада? Третий лад, Вот. безымянный палец, вторая струна, третий лад. Вот, сюда, хорошо. И указательный палец на второй лад, третью струну. Ага. Да-да. Пальцы абсолютно в неестественном положении. Очень больно струны впиваются в подушечки пальцев. И при этом ты еще должен как-то помнить, где какой палец должен находиться, играть и петь. Это очень сложно. На растресках. Не-не, это последний аккорд. На нем получается прожитых нет, не то. На ней мы поем что? Фраза на гибель. Город 2000. Городу 2000 лет, да. Играем с какой струны? С четвертой. Городу 2000 лет. Так. Слышим, что что-то не так. Да, это Что-то случилось. да. Это случилось из-за того, что безымянный палец немножко съехал на первую струну. На самом деле это случилось потому, что у меня просто онемела рука. Даже так. Окей. Я ее не чувствую. Мгм. Так. Так, нет, безымянный у нас сюда идет. Да, хорошо, сюда средний, сюда. Куда? Все правильно, хорошо. Городу 2000 лет. Не все звучит, но слышно. Да. А над городом уже переходим к первому аккорду, Который был. был самый первый. Вот. А над городом плывут облака. Дальше. Второй аккорд. Указательный на месте остается, да, вот, хорошо. Да, Затмевая небесный свет. хорошо. И дальше следующий аккорд, третий, АМ. Название о ничем не говорит, наверное, пока Это вот что. который сложный был. Это который, ну, как сказать, это который предпоследний. Средний палец на четвертую струну, на второй лад. Да, нет. Четвертая струна, вот, под него безымянный. Получается на третью струну, да, и указательный на вторую. Вот. Нет, он на первой, сейчас на вторую. А текст какой был? Так, а над городом затмевая, а над городом желтый дым. А над городом желтый дым. Городу 2000 лет и следующий аккорд. Перед Городу. этим. Нет, следующий. Он нужен. На следующем фраза поется. Так, указательный на третью струну. Третья. Третья какого лада? Второй лад. Это не третья, это четвертая, это пятая. Третья, нет, это вторая. Вот третья. Окей. Так. Второй лад чуть-чуть на лад дальше. На лад дальше указательный палец идет. Вот, хорошо. Далее средний палец на первую струну. Тот же второй лад. Что да, вот. И безымянный между ними на третьем ладу.
Вот, отлично, хорошо. С четвертого он играется. С четвертой струны. Мгм. Городу 2000 лет. Мгм. Так. Да, и там заканчивается, там есть одна оговорка небольшая по аккордам. И там дальше прожитых под светом звезды по имени Солнце. Таким образом, да? Получается, играем аккорд АМ, то есть возвращаемся к третьему аккорду в последовательности, и потом приходим к первому. Таким образом. Окей? То есть прожитых под светом звезды по имени Солнце. Вот, таким образом. Получается. Просто зажимаем и по одной струне тогда. А, Так. Ну, не совсем по одной, но... Как называется эта техника, где просто вот Щиповая, ну, можно сказать, что перебор. Перебор. перебор? Да, это А можно когда так? назвать. Бой. Бой. Собственно говоря, когда мы меняем направление, там удары вниз-вверх чередуем, это называется бой. Мгм. Вот помню вот эти два. Первый. Нет. Вот здесь. Да, да. всё Белый снег, синий лед на растрескавшейся земле. правильно. Да. Потом Потом следующий аккорд Вот всё. АМ. Мгм. АМ. Что Да, это? да. Оперативки хватило на 2 аккорда. Ну, такое бывает в первый раз. Правда? Первый раз. Это Ага. нормально. Потом Так, потом средний палец на четвертую струну. какого лада? Так, второй лад. Также. Нет. Второй, ну это же Четвертая, да, второй лад, но струна это Вот. пятая. Вот четвертая, да. Под него, То есть было у меня так, здесь. да, Потом у меня случилось так. да, Потом у меня случается вот Да. так. Ну там еще 2 пальца нужно Куда? задействовать. Под средний мы кладем безымянный, безымянный, А, да, безымянный вот так вот. Немножко там а это на вниз. первую. Это не на вторую струну. Не. Вот таким образом. Что я там спел? Белый снег лед на растрескавшейся земле. Одеялом. Одеялом на ней. Ага, хорошо. И Городу. Нет? не-не, Нет? по-другому встают как? аккорды. Так, получается, Давай вот это все соберем. мгм, хорошо. Белый снег, Мгм. синий лед на растрескавшейся земле. Ага, да. Сейчас. Одеяло. Да. на ней. Замечательно, классно. И последний, Ага. финальный аккордик остался Какой? D. Он называется D, но поскольку название пока ни о чем не говорит, указательный мы ставим на третью струну, второй лад, Второй лад, средняя струна. Сюда? третья, А, третья. второй лад. Второй лад. Да, вот. Так. Также на второй лад, но первой струны ставим средний Мгм. и безымянный ставим на третий лад второй струны. Третий лад, второй Да, струн. да. Сюда, что ли? Да, да, все И, верно. И с четвертой его играем. Да? а по тексту что? По тексту «Городу 2000 лет». Городу 2000 лет. Вот. Что? Осталось только вот последний, получается, запомнить. И А над потом. городом? Да, а потом дальше «А над городом» мы начинаем заново последовательность. А, Да. то есть Вот. сейчас что у нас идет? Первый аккорд, где «А над городом». Да. А над городом плывут облака, Мгм. укрывая небесный свет. Хорошо. Да. Да. Безымянный под него. Сюда, что ли? Нет. На третью струну. Второй лад безымянный. Вот так. Нет. Сейчас они у тебя на пятом, четвертом должны быть на четвертой, третьей струне. Мгм. Вот, хорошо. Что? Так, к этому ты закрывание. А над городом желтый дым. А Фраза. над городом желтый дым. Так, окей. Указательный. Второй лад, третья струна. Да. Безымянный под ним
Так, это не второй лад, это в данном случае Третий. первый случай с указателем. Да, вот. Средний также на втором ладу, но на первой струне. На первой струне. Вот так? Вот, то есть на том же ладу, что и указательный, но на первой. Да, вот теперь правильно, хорошо. Вот, и безымянный между ними на третьей струне. Да, вот, совершенно верно. И с четвертой, собственно говоря, сыграем. Да. Мгм. Да. Текст. Так, что там было? Плывут облака, небесный свет, желтый дым. Городу 2000 лет. Городу 2000 лет. Да, хорошо. И потом возвращаемся к предыдущему аккорду. АМ с четвертой струны, который зажимается. С четвертой, не, это первый. Безымянный Да. под средний, да. Щас. И вот этот сюда на вторую. Да, вот. Звезды По имени Солнце. И на первый возвращаемся, на Солнце. имени Солнце. Вот. Испытано на себе. Очень сильно болят пальцы. С непривычки, наверное, существуют какие-то способы защитить пальцы? Существует два способа. Первый — это сыграть на струнах помягче. Есть такие специальные как бы классические гитары, на которых струны из нейлона, более мягкого материала, чем То есть бронза. мне да, в не данном особо случае. повезло просто, да, на самом деле? В данном случае. Лично я начинал гитарой. как раз-таки с нейлоновых струн, потом мне достаточно легко дался переход на такие металлические, да, которые чаще всего на гитарах стоят, собственно говоря. Вот. Никаких Такое. напальчников, ничего такого Ну, не они придумали, да? есть, но я не то чтобы рекомендую, я больше за то, чтобы пальцы привыкали Мгм. к естественному ощущению струн. Ну, это замечательно, что можно хоть как-то смягчить, да? Да, Этот стрессовый да. достаточно фактор для Мгм. новичков. То есть ты приходишь Мгм. такой окрыленный, да, я буду Мгм. учиться гитаре, а потом сталкиваешься с такими вот ситуациями не очень приятными. Но Мгм. зато, когда ты играешь и слышишь, что у тебя начинает получаться, как бы это, конечно, все исправляет. Такое радостное ощущение. Думаешь, ну и ладно, ничего страшного, поболят и перестанут. Собственно говоря, поступим таким образом. Я сыграю эту песню, саккомпанирую вам, а вы споете. Хорошо? Давайте. С удовольствием. Готовы? На счет 3. 1, 2, 3. Белый снег, синий лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле, Да. а над городом плывут облака, прикрывая небесный свет. А над городом желтый. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, Прожитых. ты под светом звезды по имени Солнце. Спасибо большое. В общем, музыка имеет исключительно положительное воздействие на человека, развивает музыкальный слух, память и мелкую моторику. И в целом музыка положительно влияет даже в том, что повышает настроение и заряжает энергией. Поэтому, друзья, если вы хотите заниматься музыкой, смело отбрасывайте все сомнения и начинайте. С вами был выпуск «Испытано на себе». До новых встреч! Испытано на себе.